Xayrli kun dostlarım, maturlarım. Bugün bir kızık video bulacak min Kama tamağında. Bugün biz vinogradlar turunda söyleyecekbiz. Lifehack bulacak mında, nişik uturtırga, nişik urajayını yoğaltmasıqa imi. Şuna göre rəxətləndir videosunu qarağız. Men elimdə mənə mindim. Şunday bir жерге sizge motor bulsun deyip, video көрінсін deyip. Mana qarağız, krasota. Qarağız әмі, bir kızık video olacak. Лайки, подписки, комментарии. Men sizni yaratam. Ketdik. Красота. Андай сорт. Салям, ребят. Зовут меня Айрат Елдинов. Вот. Выращиваю виноград в Камском устье. Ну, промышленный виноградник, так скажем, заложенный в 2016 году. Вот. В первый год посадили около 650 кустов. Сейчас имеем около 3 гектаров именно в открытом грунте. Вот. То есть вот посаженный виноград. Каждый ряд это отдельный сорт. Вот. То есть, допустим, сорт Руслана, Румба, там уже заканчивается частично, вырезали уже. Вот. Сейчас уже 2 недели где-то примерно продаем виноград. Ну, в основном сюда люди сами приезжают, то есть мы не успеваем даже на рынке отвозить в Казань, потому что здесь столько людей приезжает, что мы даже здесь не успеваем нарезать, так скажем. То есть что-то созревает, начинаем резать, и потом поступает уже следующий сорта. То есть у нас сейчас посажено около 80 сортов, это с техническими вместе. Ну, столов около 50, не все, конечно, плодоносят еще, потому что более молодые кусты. От плодоносящих около 40, где-то 50 сортов. Вот, в этом году у нас погода на 2 недели где-то, ну, опережает обычные стандартные года, скажем так. И поэтому урожай начали резать раньше, чем обычно. В Инстаграме я тоже веду свою страницу по своей профессии, скажем, да, как, ну, как виноградарь, получается, по винограду уж. Страница называется «Камский виноградник Татарстан». Вот, там я делюсь информацией по выращиванию винограда по возможности, то есть какие-то лайфхаки, там, как обрезки ведутся, какие ну, то есть как пасынки прищипывать, когда именно, что именно, как делать, то есть полив, там, подкормка, ну, по возможности, то есть все выкладываю. Вот сейчас хотел бы показать некие сорта, то есть некоторые, то есть, и вкратце как бы рассказать про них. Вот, допустим, сорт Руслан, вот сейчас висит, мы еще его почти не резали. То есть ягоды крупные, раннего срока созревания. И чем он отличается от других, у него сливовый привкус. То есть послевкусие, как слива, его со сливой сравнивают, именно вот этот сорт Руслан. Вот. То есть нагрузка у него тоже неплохая, вот кусту 4-й год, если не ошибаюсь. То есть, ну, по урожаю мы тут больно там не взвешиваем конкретно по сортам, но видно, что в этом году он как бы хорошо плодоносит, потому что в прошлом году он еще не такой мощный был, так скажем. Вот. Вот следующий сорт винограда, один из моих самых любимых сортов, Аркадия. То есть это классический сорт, ну, на югах его выращивают гектарами, по сути. Вот. Чем он мне нравится, то что, ну, я его сравниваю с мясом. Когда его кушаешь, он прям как мясо такое, прям, ну, мощные такие грозди, ягоды. То есть мускатный вкус у него, мускат. Ну и, соответственно, по нагрузке, как бы видно, то, что он неплохо нагружен. Ягоды очень крупные, большие, грозди тоже в среднем килограмм-полтора, то есть, как бы это нормально для него вес. Вот еще один сорт, называется Гарольд. Ну, тут уже как бы урожай почти кончился. Почему? Как бы не просто так, да, потому что он один из самых ранних здесь, на участке. У него срок созревания 90-95 дней примерно, если я не ошибаюсь. Вот. Вкус мускатный, грозди не сильно большие, как бы кусты не сильно рослые, так скажем, среднерослые. Ягоды просто супер, то есть прям реально мускат, прям как винишком отдает, так скажем, мускатным. Ну, вкусный очень сорт, всем нравится. Реально отдает. Вот сорт Орион называется, тоже очень нравится. Он, ну, я его называю поздний среди ранних. То есть они у нас все здесь ранние, поздних у нас вообще нет сортов. Но он созревает, вот как и Аркадия, допустим, примерно там, ну, где-то в середине сентября. То есть этого достаточно для того, чтобы в наших условиях выращивать эти сорта. Потому что дальше то, что уже в октябрь уходит, как бы там могут быть заморозки и так далее. То есть ягода может повредиться и не успеть вызреть. Грозди тоже у него очень большие. То есть такие массивные, сразу в глаза бросаются. То есть когда, ну, люди приходят, сразу хотят его купить, но он еще не вызрел. Поэтому не получается купить пока что его. Вот. Еще один сорт винограда, один из таких востребованных. Сорт называется Преображение. То есть у нас его посажено больше всего, и не зря как бы.
Ягоды очень большие, розового оттенка. Ну, то есть, куда солнце больше всего попадает, там, соответственно, розовеет быстрее. Вот. Грозди тоже в среднем килограмм-полтора. Ну, конечно, есть экземпляры поменьше, само собой, не без этого. Сильно рослый куст. Вот. Вот уже рослые летают. Тоже обалденные ягоды вообще. Вот еще, это уже у нас винные сорта, то есть технически по-другому, да, по-правильному. Ягоды уже более мелкие, то есть, ну, как бы им внешний вид на самом деле не важен, потому что это все на переработку просто уходит. То есть, вот этот сорт, допустим, юбка называется, его и кушать просто вкусно. И у него есть большой плюс, он выдерживает морозы до минус 38, грубо говоря. Там еще сейчас покажу. Это вот у нас амурские сорта, два ряда, агатам и аметистовые, вот они тоже выдерживают минус 38, там минус 40. То есть в этом году я для эксперимента тоже по полряда, ну каждый год я обычно их по полряда только закрываю, а остальное оставляю на проволоке. Обрезку делаю ранней весной. И даже в этом году было минус 43, как все знаем, да, очень холодно было. Они выжили, то есть выжили без проблем. То есть они подходят для арочных формировок очень хорошо. Листва большая, ягоды вызревают, в отличие от Изабеллы, допустим. Он еще не готов, конечно, но сахар уже появился. Кислотность потихоньку уходит. А вот вы сможете определить, вот вам, не знаю, 50 сортов ягод поставить, и вы такие раз, ага, это вот это, да, из своих. Своих, да. Все сможете. Даже на внешний вид, даже без, ну, без пробы. Почему именно виноград? Почему? Потому что его нет ни у кого. Я когда сажал, я понимал то, что, ну, я как бы штудировал, так скажем, слегка, да, там, узнавал там, сям, у людей спрашивал, кто этим занимается. Никто ничего не знает, то есть ни у кого ничего нет такого, ну, промышленно. То есть меня это еще больше сподвигнуло к тому, что надо это попробовать сделать. И когда сажал первые кусты, как бы, сначала все было в голове как математика уже, да, там, в цифрах все типа красиво, как бы там, то, что этого нет, все будет уходить и так далее. Да, оно все уходит, но не всегда бизнес-план, так скажем, на бумажке с жизнью как бы этот совпадает, так скажем. И когда первые кусты посадил, начали расти они, да, там спустя месяц уже видно активный рост, я их начал воспринимать как своих детишек уже, вот, знаете, там, то есть ухаживаю за ними сам все, вот, то есть вот эти первые там 650 кустов я ухаживал года два вообще один только, практически один. Ну, именно вот посынкование, выращивание, чтобы побеги мощные выросли и так далее, чтобы в 2018 году получить первый урожай. Первый урожай получили, но это было очень мало, к сожалению, потому что все-таки количество кустов много, и один как бы, ну, нереально. Это вырастить-то можно, но урожай просто не тот полноценный, какой должен быть. То есть для меня вырастить 10 кустов в огороде, вот как некоторые там приезжают, говорят, что у нас там 5 кустов, мы не можем справиться. То есть для меня это вообще не проблема. То есть, ну понятно, да, потому что объемы, я привык уже к этому, то есть, и плюс такое количество ассортимента. То есть какие-то у нас посажены один куст, сорт, допустим, да, там, какие-то посажены по 500 кустов одного и того же сорта. Все зависит от того, то есть, ну, первые саженцы, они были посажены вообще по незнанке, то есть то, что дали, я то и сажал. Я вообще не разбирался в этом. А потом уже, ну, я сажал, почему так еще? Потому что для эксперимента, то есть понять, каких лучше, больше потом засаживать. Как они себя здесь покажут. Показали себя все хорошо, в принципе. Каждый по-своему хорош. Где-то, может быть, мало урожая, но он очень вкусный, допустим. Свои какие-то привкусы, мускатные там, да, и так далее. Тоже вот Руслан там, сливовый, тоже интересный вкус. Вот. И как бы из этого я сделал уже выводы. И вот в теплице в больших, там у нас, которые я построил в том году, я уже посадил только несколько сортов, прямо вот уже на урожай, чтобы работал. Потому что винограда реально не хватает. А как учились? Вот именно, потому что это же тоже большой труд, это большие знания. YouTube? YouTube и звонок другу, у которых покупал саженцы изначально, то есть получается. Ну, я где-то, ну, первые 2-3 года звонил прям, то есть достаточно часто, можно сказать. А потом уже нет, я уже как бы сам, для себя то, что мне нужно, я уже знаю. То есть, если какой-то вопрос у меня есть, сразу YouTube или интернет посмотрел, ага, то есть я уже понимаю, в чем смысл, и исправляю свою ошибку. Ну, как правило, последние года 2-3 я практически ничего уже не изучаю по этому поводу. Хотя изучать всегда надо, но я изучаю это здесь. Вот если какой-то вопрос возникает, я начинаю его изучать. Там какая-то болячка непонятная, там, допустим, то есть надо выяснить, что это. Ну, такое редко бывает, по сути, уж все знают, основные такие, то есть. Поэтому, то есть по болячкам, по винограду, что могу сказать, то, что виноград надо всегда, ну, в любом случае обрабатывать. То, что там кто-то не обрабатывает и хвалится этим, ну, как бы тоже нет смысла, потому что он так или иначе он подцепит болячку. И урожай до свидания просто в этом году. Вот. И плюс еще урожай можно потерять и на следующий год. Потому что лоза не вызреет, не перезимует в итоге и так далее.
поэтому нужно делать профилактические работы, но делать нужно вовремя просто. Чтобы к моменту созревания ягода была чистая. Мы также ее сами кушаем, сын у меня кушает, жена там, все кушаем, и я кушаю также. Когда идет сбор, каждую ягоду пробуем, трогаем, мы ее не моем, прям так кушаем. Вот. То есть наедаемся здесь, домой даже не вожу виноград. Вот. Поэтому профилактические обработки нужны, главное вовремя. А не так, что некоторые говорят, вот я весной сделал методом купорос уже. То есть это такой препарат, во-первых, он старый, это контактник, то есть его обработали, весной там дождь пошел, его все, нет на листу, кусты беззащитны. И даже если дождей ничего нету, препарат работает, он работает, ну там недели 2. А остальное время-то, там 2-3 месяца до созревания ягоды, куст беззащитен, понимаете? То есть, и поэтому нужны профилактические работы. Касаемо там насекомых, птиц и так далее, Аллах согласен. Как бы я тоже переживал за птиц там какое-то время, за ос. Осы нападают на ягоды такие, которые прям очень уже перезревшие. Когда там сахара прям много, то есть трескают ягоду, да, там, или птичка клюнет, оса подлетает и начинается вот этот процесс весь ненужный. Здесь у нас такого мы не замечаем. То есть уходит так, что там до такого супер-пупер там сахара не доходит просто. Вот, поэтому как-то саженцы мы тоже производим уже в больших объемах, второй год получается. Саженцы мы также продаем и здесь, и в агропромышленном парке в сезон, и на колхозном рынке тоже в сезон на улице. Вот. И оптом тоже маленько там как бы сдаем. По уходу, когда люди приезжают, то есть покупают саженцы, то есть у кого какие вопросы есть, я на них все отвечаю. Ну, если не я сотрудник, который уже все знает по сути, то есть рекомендации они есть. Вот. Ну, объясняем, как мы сажаем, какие-то советы даем, то есть по поливу, по подкормке и так далее. Так вот, наши саженцы, то есть у нас ЗКС, закрытая корневая система, у нас не ОКС, ничего такого, то есть только в горшках. И ежевика в горшках, и виноград в горшках. То есть что нужно при покупке саженца, что вообще сделать нужно, как подготовить почву. Как мы это делаем, по крайней мере, рассказываем. То есть мы выкапываем яму, то есть 80 сантиметров глубиной, в диаметре желательно тоже 80. Вот. Чернозем мы укладываем рядышком с ямой отдельно, то есть верхний слой, плодородный слой. А все, что снизу, там у кого-то глина, у кого-то песок, то есть просто выкидываем. Потом на дно закладываем перегной, перепревший, именно перепревший, и удобрение суперфосфат, ну, граммов 200-300 под куст. Все это перемешивается, потом закидывается обратно земля, вот, которая рядом укладывалась, плодородный слой получается, почва. Вот. И мы делаем уже в ямах, как бы, то есть при ямке, сантиметров 25-30 от уровня земли ниже, чтобы как ванночка была. Для чего это? Для того, чтобы поливать было удобно. То есть вот чернозем закинули обратно, получается, и обильно поливаем все это водой, чтобы земля уплотнилась и села. Если, например, она там через 2-3-4 дня упала, то есть осела, да, получается, еще докидали сколько нужно. Потом просто штык лопаты, то есть грунт вытащили, вытаскиваем саженец, допустим, саженец вытаскиваем и сажаем вот посюда, то есть где выходит побег, получается. Вот так сажаем под наклоном 45 градусов, то есть здесь уже саженец сам наклонился, по сути, то есть вот так можно его просто посадить. И все, и остается ухаживать. Ну, то есть пасынки там и так далее. В первый год выращиваем в открытом грунте, это 1 побег. На второй год получается 2 побега, потом уже 8, там 16 и более, то есть каждый год. Вот. Но это в открытом грунте. То есть теплица, конечно, все интенсивнее, все быстрее, то есть поэтому мы их построили, чтобы все быстрее было. Потому что все-таки винограду солнца нужно много, по большому счету. Но на улице, вот мы сколько, 4 года собираем урожай. Каждый год все вызревает, каждый год все собираем. Давно занимаетесь? 6-й год. Катя, у тебя есть курить, да? Это у нас ремонтантный клубник, ее у нас очень мало, то есть собираем там буквально 1-2 раза в неделю, совсем по чуть-чуть, как бы, потому что я, ремонтантным больно не выращиваю клубнику. А вот ежевику, это одна из ежевик, то есть одна из моих любимых культур здесь тоже после винограда получается. Вот, выращиваем тоже несколько сортов, около 10 сортов. Саженцы тоже делаем, также засаживаем. В теплице тоже посадили пол-гектара еще, потому что не хватает на улице тоже. Вот, а в теплице все-таки быстрее же все. Так, как мы укрываем виноград? То есть, когда у нас ягоды закончились, да, уже стабильные холода начинаются, там, скажем, когда листья уже опадают, там, может быть, осенние возвратные заморозки уже были. Если не были, то просто с листьями прямо режем. Нет вариантов, то есть, как бы тут ходить чистить листья сами. Поэтому
То есть обрезаем мы где-то, сформированы кусты уже где-то на 8 глазков в среднем. Вот то, что на рукавах надо, побеги оставляем на плодоношение следующего года. Остальное все вызревшее вырезаем, укладываем в погреб и на саженцы оставляем. Укрываем мы в основном все землей. Для эксперимента и тканью делал, и соломы делал, но землей как-то оно более, ну то есть природно, что ли, так скажем, да. То есть технические сорта вот я закрываю соломой, потому что его планируется много засаживать, и я не представляю все это закапывать землей, поэтому экспериментирую. А столовые закрываем только землей. То есть укладываем вот эти вот побеги, которые на плодоношение следующего года остаются, параллельно, то есть шпалере, ну, к земле. Максимально к земле цепляем штырями, там, железками. И закапываем, то есть отсюда же землю берем и закапываем просто. То есть сантиметров 15-20 над точкой, максимальной точкой, где лежит рукав, так скажем. Вот. И потом весной все это вытаскиваем обратно. Biz endi Oyrat bilan sog' bo'lashamiz. Do'stlarim, matularim, videoni qarab turgan uchun big zo'r rahmat. Foydali, kerakli video bo'lar deb ishonib qolam. Do'stlar bilan bo'lishingiz, like, kommentariy yozingiz. Big zo'r rahmat. Feel alive. We fly above the mountains day and night. We dive under the water purified. Every moment is an adventure. With every breath we take, we feel alive.